Грозный готовится принять гостей из 6 регионов. Фестиваль состоит из 2 частей – спортивной и культурной. Они пройдут в разных местах. На площади перед столичной мэрией свои сооружения уже возводят Министерство культуры Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ставропольского края. Последний строит казачий подворье с воссозданием старого быта. Здесь же выступят государственный казачий ансамбль песни и танца Ставрополя и коллектив «Вольная степь». Оно само по себе особенное, а так будет и деревянное зодчество представлено, и керамика и так далее. Внутри будет вот печи, люльки, то есть внутреннее убранство будет в помещении тоже так. В принципе, соответствовать реальности, как это было. Во многом даже экспонаты именно старинные будут представлены. По соседству с чеченским башенным комплексом и Ставропольской избой возводится Дербентская крепость. Внутри нее будет представлен образ старинного города с ремесленниками в национальных костюмах. Гости фестиваля увидят здесь кубачинские и унцукульские изделия, андийские бурки. По производству всего этого будут проведены мастер-классы. حالنا قير قابنش بيغنش ياش ورتنش داش يولرنا أكرشانش ياش إيش شيش متكر قتير هنزا يحللر ويسن إدان دا غيرش بوكش ترمودون إيش ياشح على يشوع وتحين خزيل هما Фестиваль культуры и спорта народов Северного Кавказа состоится 7 сентября. Спортивные состязания пройдут на стадионе имени Султана Белимханова, на котором и состоится открытие. Соревнования будут проходить по 12 видам спорта. Стадион уже готов. Сейчас идет монтаж помостов и площадка для торжественного открытия. Там 12 дисциплин, не совсем виды спорта. Это все равно фестиваль, а не спортивное мероприятие в чистом виде. Перетягивание каната, лазание по канату, ходьба на ходулях, 2 дисциплины из легкой атлетики, эстафета 4 по 200 и прыжковые двоеборье. Кроме того, здесь же подготовлены площадки для проведения культурной части фестиваля. В нем примут участие лучшие творческие коллективы регионов Северного Кавказа. Также в мероприятии запланировано присутствие известных представителей спорта, политики, бизнеса и культуры. Марсель Магомедов, Раджаб Бацаев, Мурат Хасинов, телеканал Даймох.